А сейчас продолжим эфир обзором спортивных, экономических событий и чрезвычайных происшествий, осветить которые мне помогут коллеги. Начнем с актуального курса валют. Итак, согласно информации Центробанка, доллар сегодня остановился на отметке 63.90, евро 70 рублей 79 копеек. Как можем видеть, валюта продолжает расти в цене. Самый выгодный обмен в Якутске сегодня по всем позициям предлагает Восточный банк. Доллар покупает за 63 рубля и 70 копеек, а продает за 63 рубля и 95 копеек. Обмен евро также за Восточным. Покупает европейскую валюту за 70 рублей 45 копеек, а продает за 70 рублей 75 копеек. Двигаемся далее. Субсидированные тарифы на авиаперевозки с Дальнего Востока в центральной части страны сохранятся. Их объем даже планируется увеличить. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов отметил, что в прошлом году округ получил финансирование в разы больше. Это дало возможность осуществить перевозку более 1 миллиона 200 тысяч граждан. Минтранс, в свою очередь, намерен ввести на Дальнем Востоке так называемые защищенные авиамаршруты, то есть постоянные направления субсидированных перевозок между регионами Дальневосточного федерального округа. Это будет пилотный для страны проект. Новые кодексы по делам об административных правонарушениях в 8 раз увеличат число составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой в 50%. Об этом сообщают в пресс-службе Минюста России. Таким образом, предлагается распространить возможность уплаты административного штрафа в половинном размере на все административные правонарушения, за исключением грубых, а также отдельных правонарушений в области дорожного движения. Под возможность уплаты штрафа с дисконтом попадут 60% всех составов административных правонарушений, предусмотренных в новом проекте КоАП. В столице региона на базе Высшей школы инновационного менеджмента состоялась проектная сессия «Эффективный регион в Республике Саха-Якутия. Создание образцов». Мероприятие проходит в рамках соглашения между правительством региона и госкорпорацией «Росатом». А прямо сейчас с нами на связи мой коллега Иван Лазаренко. Иван, здравствуй. Расскажи, что далее ждет участников проектной сессии и чем обмен, это взаимодействие важны республике. Василий, приветствую. Среди участников сегодняшней проектной сессии «Эффективный регион» руководителей нескольких министерств нашей республики, а также руководителей и представителей различных организаций и предприятий из различных сфер. Это и транспорт, и сельское хозяйство, и медицина, и образование. В ближайшем будущем участников этой проектной сессии, безусловно, ждет дальнейшая очень плодотворная работа по созданию наиболее эффективных образцов на базе конкретных организаций и предприятий. Это может быть что угодно: школа, детский сад, центр занятости населения, многофункциональный центр. И по результатам создания таких образцов, если они будут признаны наиболее эффективными, то планируется их дальнейшее тиражирование на остальные муниципальные образования и районы нашей республики. Немного о проекте «Эффективный регион». Он был создан госкорпорацией «Росатом» в 2017 году. На настоящий момент в нем участвует 20 субъектов Российской Федерации. Наша республика присоединилась к этому проекту в прошлом году, потому что, как отметил председатель правительства республики Владимир Солодов, повышение эффективности государственной службы является для нас приоритетом, и при создании образцов учитываются именно эти показатели. Это повышение эффективности, производительности труда, это снижение себестоимости оказываемых услуг и, как следствие, экономия бюджета. Потому что, напомню, как отметил Владимир Солодов, бережливый подход руководства у нас сейчас в приоритете. В 2019 году Республика Саха-Якутия присоединилась к регионам, которые совместно с государственной корпорацией «Росатом» реализуют важнейший, на самом деле, проект «Эффективный регион», направленный на внедрение принципов бережливого производства и перезагрузка самой системы управления государством, хозяйственными обществами в России. Для нас эта задача является приоритетной, и, как я сегодня сказал, открывая сессию, на мой взгляд, она является самой важной, потому что именно от перезагрузки нашей системы управления будут зависеть те успехи, те результаты, которые мы достигнем уже в отдельных отраслях.
По результатам сегодняшней работы планируется в ближайшее время создание центра компетенций, который будет помогать участникам проекта «Эффективный регион» создавать свои образцы и в дальнейшем помогать с их тиражированием и распространением на территорию всей республики. По результатам экспертной оценки, если образцы, которые будут приняты в работу, окажутся максимально эффективными, то будет рекомендовано их дальнейшее тиражирование и на федеральном уровне. На этом у меня все. Василий, передаю слово тебе. Да, Иван, спасибо за информацию. А мы продолжаем обсуждать новости экономики. Аналитики ЦИАН провели исследование на основе данных Банка России и выяснили средний срок выплаты ипотеки в России. Более подробно расскажет Нюргуяна Иванова. Нюргуяна, а на какой срок в среднем берут россияне ипотечные кредиты? Василий, в среднем россияне берут ипотеку на 18 лет. Для сравнения с концом 2018 года ипотеку брали на 16 лет и 7 месяцев. Регионами-лидерами по числу выданных жилищных кредитов стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В прямом эфире «Якутия-24. Новости экономики». В студии работает Нюргуяна Иванова. Здравствуйте. Рост валового внутреннего продукта России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%. Объем ВВП страны в текущих ценах составил 109 триллионов 362 миллиарда рублей. Наибольшее влияние на рост физического объема ВВП оказало увеличение добавленной стоимости добывающих и обрабатывающих производств. Главам регионов Дальнего Востока нужно координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье. Об этом сообщил полпред президента в ДФО вице-премьер Юрий Трутнев. Так, по его словам, нужно внимательно следить за ценами на жилье. Он добавил, что на получение ипотеки уже подали около 8 тысяч заявок. Трутнев также считает, что параллельно с развитием программ ипотечного кредитования в округе необходимо поддерживать проекты, связанные с деревянным домостроением. Жители Якутии с 3 февраля могут подавать заявки на получение льготной ипотеки под 2% в более чем 30 филиалах многофункционального центра республики, практически на всей территории региона. В настоящее время заключен договор о сотрудничестве между официальным агентом банка Дом.РФ в регионе, Республиканским ипотечным агентством и МФЦ Якутии. Цель работы – выстроить механизм по приему от населения документов, кредитных заявок и в последующем выходить на сделку для кредитования под 2% на строительство жилого дома или приобретение частного дома на вторичном рынке. При этом сроки подачи заявлений и их рассмотрения должны занимать в среднем 5-7 рабочих дней. Новый водоузел появится в Якутске в 2022 году. Его строительство позволит выполнить дефицит напора воды в действующих сетях и обеспечить водоснабжением планируемые к застройке кварталы южной части города. Производительность объекта – 1500 кубометров, стоимость 867 миллионов рублей. Из них требуемых инвестиций 852,5 миллионов рублей. Реализация проекта начата за счет собственных средств предприятия. Кроме того, запланировано строительство канализационного коллектора. Это вызвано перегруженностью двух действующих. Стоимость объекта составляет 2 миллиарда 264 миллиона рублей. Канализационный коллектор с перекачивающими насосами будет построен вдоль улиц Чернышевского, Автодорожная, до набережной города, далее до 203-го микрорайона. Реализация данного проекта тоже начата за счет собственных средств водоканала. На текущую дату разработана проектно-сметная документация, выполнены работы по строительству колодца и здания насосной станции. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2023 года. Ленское объединенное речное пароходство в Якутии готовится к навигации 2020 года и планирует перевезти 1394 тысячи тонн грузов, в том числе осуществить северный завоз. Отметим, что в прошлом году ЛОР перевез 1364 тысячи тонн грузов, что на 6% выше, чем объем 2018 года. Грузооборот составил 1245 миллионов тонн. Работники закрывшейся обогатительной фабрики «Алроса» в Айхале будут трудоустроены на другие предприятия. Всего сокращается 222 рабочих места. 120 человек уже распределены по другим подразделениям компании. Остальным работникам, которые пойдут под сокращение, будет выплачена 4-месячная средняя зарплата. По данному вопросу создана рабочая группа. Ситуация находится на контроле правительства республики.
Якутия первой вступила в федеральную программу по решению проблем обманутых дольщиков. От федерального центра получено 660 миллионов рублей. Это значит, что в этом году будут решены проблемы 259 обманутых дольщиков. Напомним, что ранее выплаты получили около 100 человек. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Василий, передаю тебе слово. Юргена, спасибо за информацию. А мы переходим к теме, которая является главной за последние 2 недели. В связи со вспышкой коронавируса в странах Азии Кабмин временно ограничил въезд из Китая иностранных граждан на территории России. Под ограничения попали все воздушные пункты пропуска через госграницу, кроме воздушного пункта пропуска в аэропорту Шереметьево в Москве. В отношении граждан государств-членов Евразийского экономического совета, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России. В ближайшее время МИД еще должен уведомить Китай и иные страны, чьи интересы могут быть затронуты, о принятых мерах, подчеркнув их обоснованность, а также их временный характер. Однако эти меры безопасности и ограничения сообщения с Китаем уже повлекли за собой рост цен на овощи и фрукты в некоторых регионах России. Что касается Якутии, то здесь спекуляций на рынке фруктов и овощей быть не должно. Такое поручение сегодня дал зампред правительства Якутии Денис Белозеров. Чтобы сдерживать рост цен на плодоовощную продукцию, принято решение ввести госрегулирование торговых надбавок на территории всей республики. Как отметили представители районов, пока рост отмечается лишь в Нерюнгринском районе, там цены поднялись в 2 раза. В Нижнем Бестяхе, главной оптовой базе республики, цены на овощи, фрукты пока неизменны. Ведется постоянный мониторинг всех тарифов на указанную продукцию. В случае появления фактов необоснованного роста цен будут инициированы проверки надзорных органов, в том числе и прокуратуры. Заболеваемость ОРВИ в Якутии превышает эпидпороги почти в 2 раза. За неделю с 27 января по 2 февраля в республике заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями превысила эпидемический порог на 47%. В столице региона на 54% по данным Управления Роспотребнадзора по региону. По результатам мониторинга за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы негриппозной этиологии. Доля же вирусов гриппа составляет 5,6%. От числа обследованных лиц. 9 школ Якутска ввели ограничения в образовательный процесс в связи с сезонным обострением респираторных заболеваний. Ограничения введены в 88 классах. Если динамика заболевших будет расти, то специалисты организуют комиссию, которая будет решать вопрос о введении карантина во всех школах города. Напомню, карантин уже введен во всех школах Алекминска. В некоторых других населенных пунктах республики введены точечные карантинные меры. О том, кто наиболее подвержен сезонным заболеваниям и какие меры необходимо принимать, чтобы остаться здоровым, смотрите в материале нашего корреспондента Полины Долинской. На первом месте по числу ежегодных заболеваний находятся грипп, коронавирусная и другие острые респираторные вирусные инфекции. Несмотря на постоянные усилия, направленные на борьбу с возбудителями этих вирусов, победить их до сих пор не удается. Ежегодно только от осложнений гриппа погибают тысячи человек. Связано это с тем, что вирусы обладают способностью менять свою структуру. Мутировавший вирус способен поражать человека вновь. Особо тяжело переносят инфекцию дети и пожилые люди. Для этих возрастных групп очень опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания. И если дети болеют более тяжело в связи с тем, что их иммунная система еще не встречалась с данным вирусом, то для пожилых людей, так же как и для людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине ослабленной иммунной системы. Также в группу риска входят люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, беременные женщины, медицинские работники и работники общественного транспорта, а также общепита. Инфекция передается от больного человека к здоровому через мельчайшие капельки слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля и даже простого разговора. Также возможна и контактная передача, если в среде обитания здорового человека находится носитель того или иного вида вируса.
В зависимости от конкретного вида возбудителя симптомы могут значительно различаться как по степени выраженности, так и по вариантам сочетания. В основном наблюдается повышение температуры, озноб, общее недомогание, слабость, головная боль, боли в мышцах, снижение аппетита, возможно, тошнота и рвота. Также в редких случаях может появиться конъюнктивит, а также расстройство желудочно-кишечного тракта. В среднем болезнь длится около 5 дней. Если температура держится дольше, возможно возникновение осложнения, такие как пневмония, энцефалит, менингит, осложнение беременности и развитие патологии плода, обострение хронических заболеваний. При первых же симптомах необходимо обратиться в больницу. Лечение заболевания проводится под контролем врача, который только после осмотра пациента назначает схему лечения и дает другие рекомендации. Заболевший должен соблюдать постельный режим, полноценно питаться и пить больше жидкости. Ни для кого не секрет, что болезнь проще предупредить, чем лечить. Для этого достаточно применять универсальные меры предосторожности. Часто и тщательно мойте руки, избегайте контактов с кашляющими людьми, придерживайтесь здорового образа жизни, пейте больше жидкости, регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь. Реже бывайте в людных местах, особенно в период обострения вирусной инфекции. Используйте маску, когда находитесь в транспорте или людных местах. Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встрече. Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками. И самое главное, не занимайтесь самолечением и при первых признаках вирусной инфекции обратитесь к врачу. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Будьте здоровы! Переходим к мировым новостям. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила, что худшая за последние десятилетия вспышка пустынной саранчи угрожает Эфиопии и соседним с ней странам Восточной Африки нехваткой продуктов питания. Власти Сомали уже объявили режим ЧС. Подробности в репортаже Анастасии Дмитриевой. Тучи пустынной саранчи, которые накрыли всю Восточную Африку, могут уничтожить урожай и привести к продовольственному кризису в регионе. Эксперты признают это нашествие насекомых самым страшным за последние 25 лет. Об этом говорится в обновленном отчете продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, опубликованном в понедельник. Саранча, впервые обнаруженная в Сомали в декабре, с тех пор распространилась на территорию всей Кении и Эфиопии. До Уганды и Южного Судана ей остается всего 200 километров, говорится в заявлении организации. По данным гуманитарного агентства, голодные полчища способны усугубить продовольственную нестабильность в регионе, где 25,5 миллионов человек голодают или недоедают из-за засух и наводнений, которые обрушились на восток континента за последние 3 года. Мы очень зависим от этого сезона урожая. Он второй в году, но тот, что в апреле, короткий и не такой обильный. Нам важен именно этот период. И мы опасаемся, если саранча уничтожит наш урожай, то мы останемся голодными до конца года. В воскресенье власти Сомали объявили нашествие саранчи национальной катастрофой. Эфиопия призвала сконцентрировать все усилия на сохранении урожая. На борьбу направлена авиация, рассказал глава отдела ПЧС организации. Мы находимся в регионе, где более 11 миллионов человек в 3 странах уже испытывают острую нехватку продовольствия. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы избежать ухудшения. Мы знаем, что саранча, которую мы видим здесь, может массово уничтожить не только посевы, но и пастбища, и, следовательно, повлиять на жизнь общин, которые живут скотоводством. Чтобы этого не произошло, в этот критический момент единственным решением, которое работает, остается распыление пестицидов. Впрочем, эксперты говорят, масштабы бедствия таковы, что африканские государства не в состоянии справиться с ним собственными силами. Вспышка же, как ожидается, будет продолжаться до июня 2020 года из-за благоприятных климатических условий. Пустынная саранча может перемещаться на 150 километров в день и размножаться с ужасающей скоростью. Организация призывает удвоить нынешние меры авиационного контроля и усилить гуманитарную помощь. На борьбу с саранчой на африканском континенте ООН выделила $10 миллионов.
Джоконда из кубиков Рубика выставляется на торги в Париже. Французский уличный художник Инвадер намерен продать на аукционе свое представление о Моне Лизе. Репродукцию картины Леонардо да Винчи он сделал из кубиков Рубика еще в 2005 году, но прежде украсил многие города мира керамическими мозаиками по мотивам компьютерной игры Space Invaders. Подробности расскажет Сергей Берец. Мона Лиза, она же Джоконда, одно из тех культовых произведений мирового искусства, которые как магнитом влекут поклонников прекрасного и любителей вольных упражнений на тему. В числе интерпретаторов французский мастер стрит-арта, известный под творческим псевдонимом «Инвейдер», в миру Франк Слама. Он изготовил репродукцию картины из 330 кубиков Рубика. Работа выставляется на торги в Париже 23 февраля и может принести до 150 тысяч евро. По словам главы департамента уличного искусства аукционного дома «Аркюриаль» Арно Оливо, Инвейдер создал собственную интерпретацию великого полотна Леонардо да Винчи, взглянув на него через призму субкультуры. Вы узнаете ее просто по силуэту, даже не вглядываясь в детали. Всем известна поза Моны Лизы и композиция картины. Это не то же самое, что с другими произведениями Инвейдера из кубиков Рубика. Некоторые довольно трудно распознать, но эту вещь каждый угадает с первого взгляда. Оригинал, вдохновивший Инвейдера, экспонируется в Лувре, где вскоре завершится выставка, приуроченная к 500-летию со времени кончины Леонардо да Винчи. Прежде чем взяться за Джоконду в 2005-м, Инвейдер проделал тот же трюк с «Завтраком на траве» Эдуара Мане и «Происхождением мира» Гюстава Курбе. Он утверждает, что создал новое художественное направление «Рубик-кубизм». А туристы в Гималаях развлекаются на фестивале ледолазания. К слову, для Гималаев это новый вид отдыха. Ледолазание решили развивать альпинисты региона Ладак на севере Индии. Для этого они в воскресенье провели первый в области подобный фестиваль. Туристы, по словам организаторов, остались довольны. А расскажет подробности Анастасия Дмитриева. Туристы в гималайской пустыне Нубра на севере Индии в воскресенье взбирались по крутым скалам вверх и спускались по скользким склонам вниз на фестивале ледолазания, первом в этом регионе. Желающим выдали снаряжение – ледорубы, веревки, шлемы и специальные металлические приспособления на обувь с зубьями, известные как кошки. Область Ладак популярна у путешественников благодаря красивым горам, озерам, монастырям, культурным программам и туристическим тропам. Однако в основном гости приезжают летом. Организаторы говорят, что теперь пытаются развивать и зимний туризм. Мы стараемся устраивать как можно больше мероприятий и соревнований в Ладакхе зимой, в том числе для молодежи, чтобы поощрять их тягу к приключениям. Организаторы надеются, что проведение фестиваля станет традицией и в будущем привлечет больше участников. Слишком белая и слишком мужская. В списке номинантов на британскую кинопремию «Бафта» этого года вызвала шквал критики за расизм и сексизм. Церемония вручения статуэток состоялась в воскресенье в Лондоне. Она определила основных претендентов на «Оскар». Напомню, вручение главной кинонаграды мира пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля. Драма о Первой мировой войне 1917 стала победителем британской кинопремии «Бафта» в воскресенье, получив сразу 7 наград, в том числе как лучшая картина. В основе сюжета история двух солдат, которым в разгар боевых действий поручили спасти жизни нескольких тысяч товарищей по оружию. Мировая премьера состоялась 4 декабря. В России в прокат фильм вышел 30 января. Создатель ленты Сэм Мендес на церемонии был награжден как лучший режиссер. Южнокорейский триллер «Паразиты» стал еще одним триумфатором воскресенья. Этот фильм, как и 1917, является основным претендентом на главный приз «Оскара» на следующей неделе. А вот для ирландца Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро в главной роли церемония стала еще одним разочарованием. Гангстерская драма Netflix проиграла в 10 категориях. Хоакин Феникс взял приз лучшего актера за роль в фильме «Джокер». Его лично приветствовал британский принц Уильям. Он и его жена Кэтрин вышли на сцену королевского Альберт-холла сразу после окончания церемонии. Герцогиня Кембриджская побеседовала с Рене Зельвегер, которая исполнила роль Джуди Гарленд в фильме «Джуди» и была признана на родине лучшей актрисой драмы.
Списки претендентов на британскую кинопремию вызвали в этом году шквал критики. Газеты отмечали, что номинантами стали лишь актеры со светлой кожей, а на лучшего режиссера выдвинули только мужчин. В соцсетях появился хэштег «BAFTA so white» – «BAFTA такая белая», а актриса Ребел Уилсон, зачитывая список режиссеров, иронично отметила, что ни за что не смогла бы получить эту награду только потому, что женщина. Не думаю, что я смогла бы сделать то, что делают они. Честно, у меня просто нет шаров. Ранее жалобы на расизм и сексизм обрушились на организаторов «Оскара» и «Золотого глобуса». Победителей главной кинопремии мира назовут в Голливуде в ближайшее воскресенье. Переходим к обзору чрезвычайных происшествий. Недостойное родительское поведение показал ранее судимый житель Алекминска. В один из дней он обнаружил в комнате своего 15-летнего сына несколько коробок с пивом и соками. В ходе воспитательной беседы мужчина выяснил, что найденное его сын украл из контейнера возле одного из магазинов города. Однако мужчина решил не наказывать своего сына, а поступил иначе. Александр Хавренко расскажет подробности. Александр, а что же именно сделал отец? Вместо наказания отец заставил сына вновь наведаться к контейнеру и совершить еще одну кражу. Что, собственно, мальчик и сделал, взяв себе в напарник еще одного несовершеннолетнего друга. Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. В Алекминском районе следователи возбудили уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» в отношении ранее судимого 39-летнего мужчины. В ходе предварительного расследования установлены 2 эпизода краж. Добычей преступников стали алкогольные напитки, соки, бытовые товары и продукты питания из контейнеров, расположенных на территории одного из магазинов Алекминска. Тогда в качестве подозреваемых были установлены 2 подростков 14 и 15 лет. Следователи выяснили, что 39-летний житель Алекминска обнаружил у своего 15-летнего сына несколько коробок с пивом и соками. Подросток признался отцу, что похитил их с территории магазина. Отец, в свою очередь, вместо того, чтобы заставить сына вернуть похищенное, велел ему еще раз наведаться на место происшествия с целью совершения повторной кражи. Получив одобрение своим противоправным действиям со стороны отца, подросток вместе со своим 14-летним другом вскрыл 2 контейнера и похитил оттуда бытовые товары и продукты питания. Материальный ущерб, нанесенный индивидуальному предпринимателю, составил свыше 30 тысяч рублей. 59-летнего пенсионера из Якутска признали виновным в 11 эпизодах изнасилований и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери его гражданской супруги. В период с мая 2012 года по сентябрь 2016 года мужчина совершил противоправные деяния в отношении девочки. На момент первого преступления школьнице было 11 лет. Потерпевшая пыталась прибегнуть к помощи своей матери, рассказав ей о произошедшем. Однако женщина ей не поверила. Раскрыть преступление удалось после того, как доведенная до отчаяния школьница рассказала обо всем своей учительнице. Педагог незамедлительно сообщила о преступлениях в правоохранительные органы, и мужчину задержали. Согласно заключению судебно-психолого-психиатрической комиссии экспертов, у мужчины выявлено наличие признаков гетеросексуальной педофилии. При этом свою вину в совершении преступлений он отрицал. Однако следствием собрано достаточное количество доказательств его виновности, которые легли в основу обвинительного приговора. Приговором суда от 3 февраля 2020 года подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 20 лет лишения свободы. В полицию города Якутска поступили заявления от граждан, пострадавших от мошеннических действий под предлогом инвестиций и осуществления брокерских услуг. По подозрению в мошенничестве полицейские задержали 26-летнего мужчину. В середине прошлого года задержанный получал денежные переводы от граждан, обещая им прибыль в 33% за 3 дня. Однако обеспечить такую доходность он был не в состоянии. Потерпевшие, интересовавшиеся пассивным доходом на инвестициях, переписывались со злоумышленником в одной из популярных соцсетей. По предварительным данным, сумма причиненного гражданам ущерба составила около 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». 43-летнему жителю Удачного позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и заявил, что с его счета произошло несанкционирование списания денежных средств, и ему необходимо заблокировать карту. Для этого злоумышленник попросил потерпевшего продиктовать СМС-коды, которые поступят на телефон. После того, как заявитель выдал мошеннику всю необходимую информацию, с его карты произошло списание 96 тысяч рублей. Удивившись, мужчина спросил у сотрудника банка, почему сняли деньги, на что тот ответил, что произошел сбой в системе, волноваться не стоит и средства в течение дня вернутся в автоматическом режиме. Далее, в тот же день, потерпевшему снова поступил звонок якобы из банка. Звонивший сообщил, что на его имя одобрен кредит. На следующий день потерпевший отправился в банк, где оформил кредит в размере более 2 миллионов рублей.
Затем, следуя указаниям телефонного афериста, в целях обеспечения сохранности денежных средств перевел все свои деньги на безопасный счет. После этого мошенник перестал выходить на связь, а мужчина обратился в полицию. И к международным новостям. На греческом острове Лесбос в понедельник произошло столкновение между полицией и эмигрантами, возмущенными плохими условиями жизни в лагерях для беженцев. Они рассчитаны на 3000 человек, но их население уже превысило 19 тысяч человек. Греческая полиция пустила в ход баллоны со слезоточивым газом для разгона манифестаций беженцев и мигрантов на острове Лесбос. Сотни людей, в числе которых были женщины и дети, двинулись маршем к главному городу Митилини. Они несли транспаранты, на которых были начертаны требования к местным и центральным властям. Главное из них – создание нормальных условий в жизни в лагерях и ускорение процесса рассмотрения прошений о предоставлении убежища. По ходу шествия вспыхивали беспорядки и попытки прорвать полицейские кордоны, преграждающие путь. Реакция стражей порядка, налетевшая в них камни и оскорбительные выкрики, была довольно жесткой. Нынешняя акция протеста мигрантов на Лесбосе, прежде известном как остров поэтов и философов, вторая за последние несколько дней. В январе здесь прошли митинги и демонстрации местных жителей, недовольных наплывом чужаков и связанными с этим проблемами. Правительство в Афинах разрабатывает планы по переселению прибывших из стран Африки и Ближнего Востока мигрантов с островов в материковую Грецию. На прошлой неделе власти объявили о намерении оградить Лесбос плавучим барьером, чтобы не допустить высадки на берег новых партий потенциальных переселенцев, пытающихся попасть в Европу по морю. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя. На этом у меня пока все. Да, Александр, спасибо за информацию. Держи нас в курсе. Я напомню нашим телезрителям, что о чрезвычайных происшествиях в республике, стране и мире нам рассказал мой коллега Александр Хавренко. Ну а мы переходим к событиям мирового масштаба. Сегодня в мире отмечают День борьбы с раковыми заболеваниями. Он был учрежден в Париже Союзом по международному контролю рака 4 февраля 2000 года на Всемирном саммите по борьбе с раком в новом тысячелетии. В 2019-2021 годах день проходит под лозунгом «Я есть и я буду». Говоря о мерах борьбы в нашей стране, по данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в 2020 году расходы на лечение и диагностику онкозаболеваний вырастут в России на 35% и составят более 270 миллиардов рублей. Около 95 миллиардов рублей дополнительно будет потрачено на противоопухолевую лекарственную терапию, в том числе в центрах амбулаторной онкологической помощи. А тем временем акции в поддержку онкобольных проходят в Якутске. Сегодня в торгово-выставочных рядах «Кружало» проходит выездная акция по диагностике рака. Там сейчас находится наш корреспондент Полина Долинская. Полина, здравствуй, ждем подробностей. Здравствуй, Василий. В рамках Всемирного дня борьбы против рака в торгово-выставочных рядах «Кружало» проходит акция «Розовая ленточка», где каждый участник может, во-первых, получить консультацию, необходимую у врачей-специалистов, а также сдать анализы на онкомаркеры. Для этого необходимо иметь при себе паспорт, а также полис медицинского страхования. После этого каждого участника регистрируют и отправляют на забор крови. После того, как анализы забирают, их отправляют на экспертизу, а после пациенту приходит СМС-оповещение о том, где и когда он может забрать результаты своих анализов. Также здесь можно получить необходимую консультацию у таких врачей, как врач-гинеколог, онколог, маммолог, а также терапевт. До начала мероприятия нам удалось пообщаться с врачом-терапевтом Республиканского центра медицинской профилактики, которая рассказала нам, кто же находится в зоне, в группе риска онкологических заболеваний. Предлагаю об этом узнать и вам. На первом месте, конечно, стоят курильщики. На самом деле очень много курит, особенно людей молодого возраста. Ну, они же подражают, то есть воспитаны, да, так что курение – это как наши дети видят, как, что успешно это, да, и подражают. Поэтому много курящих на данный момент молодежи, ну и взрослого населения, конечно. И поэтому они в группе риска, что курят. Курение вызывает рак. Первое место занимает рак органов легких, да,
органов дыхания, потому что сталкивается со смолой, да, агрессивными этими факторами, вредными. То есть сам никотин, который они курят, это канцероген. В организации этого мероприятия выступили медицинские учреждения города Якутска, волонтеры, а также всероссийские общественные движения. С одним из участников нам удалось пообщаться. Предлагаю вам узнать, что же нам рассказала Проскофья Борисова. Мы в своем проекте, общественном проекте «Здоровая мама, здоровый ребенок» очень много уделяем именно профилактике онкозаболеваний среди наших матерей. Организовываем выездные мероприятия в отдаленные арктические улусы совместно с Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия, Республиканским онкодиспансером и другими учреждениями республики. Вот эти выезды показывают, что профилактический осмотр наших женщин, они выявляют даже онкозаболевания у наших женщин, которые проживают в отдаленных улусах, в отдаленных наследах, и им недоступны такие специалисты, как мамологи, онкологи, мамологи, врачи. И вот такие выезды, конечно, позволяют провести профилактическую работу среди женщин. К сожалению, никто не застрахован от такого страшного заболевания. И когда в дом приходит беда, самое главное – это, конечно же, поддержка. Поэтому волонтеры общественного движения «Антирак. Помощь выжившим» постоянно проводят встречи и семинары. Каждый житель и гости нашей столицы могут принять участие в акции «Розовая ленточка», которая проходит в торгово-выставочных рядах «Кружала». И продлятся они в течение дня до последнего пациента. На этом у меня все. Василий, передаю тебе слово. Да, Полина, также важно напомнить, что онкология – это не всегда приговор. Чем раньше выявлено заболевание, тем больше шансов на исцеление и продолжение жизни. Более же подробно об этом расскажут наши алданские коллеги. Главное – не падать духом. Это жизненная кредо Пелагеи Красновой. Ожидая очереди к врачу, Пелагея Ивановна рассказывает приятельнице, как, приходя в себя после наркоза, она запела песню «Шаланды». Если бы мы все были, не падали духом, мы бы очень долго жили, даже если больные немножко. А так бывает, падаем. Я так переживала, что я уже умру, но он мне даже химию не назначил. И облучение. Сказал, вы будете жить без этого. Правда, потом пошли кое-какие осложнения, но я держусь. Вот уже 4 года Пелагея Ивановна борется за жизнь и за сохранение здоровья. В 2016 году ей поставили диагноз онкология. Вскоре была первая операция. Пелагея Ивановна регулярно сдает анализы. В ноябре прошлого года на базе дневного стационара городской поликлиники открылся центр онкологической помощи, и алданцы получают лечение амбулаторно. Я не падаю духом, я не тот человек. Теперь у нас есть онколог молодой, но он очень хороший доктор, у него все будущее. Рак коварен бессимптомностью. Долгое время новообразование может никоим образом не проявляться, а легкое недомогание и непроходящую усталость человек списывает на авитаминоз. Рассказывая историю своей болезни, Елена подчеркивает, что до недавнего времени считала себя совершенно здоровой, а на новогодних праздниках случился приступ. Я считаю, что не падать духом – это самое главное, потому что у меня у самой 4 января, получается, все случилось. 15-го меня на санитарной авиации, как говорится, нашим медикам спасибо, привезли. Там срочно прооперировали, но вот, как видите. В Якутии по количеству раковых заболеваний по-прежнему лидирует Алданский район. На учете у онколога состоят более 600 человек. В последнее время процент выявления онкологии на начальных этапах стал выше. Врачи напоминают о том, что сдавать анализы и посещать специалиста необходимо ежегодно. На ранней стадии рак излечим. Проходить диспансеризацию и профилактические осмотры каждому уважающему человеку надо самому, начиная уже с возраста 18 лет. То есть, если он заботится о своем здоровье, больше о его здоровье никто не позаботится. В Алданском районе ежегодно выявляется порядка 150 случаев новообразований. Согласно статистике, в количественном отношении большую часть занимает онкология легких, женской мочеполовой системы и органов пищеварения. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
Что же касается Нерюнгри, то многим жителям города было проблематично добираться до медицинских учреждений республики для получения качественной помощи. С конца прошлого года у больных с онкологическими заболеваниями появилась возможность получить такую помощь на месте. Как сегодня работает онкоцентр амбулаторно-поликлинической помощи, расскажет наш корреспондент Екатерина Павлова. Она на прямой связи. Екатерина, здравствуй. Тебе слово. Да, Василий. Сегодня на диспансерном учете в Нерюнгри по онкозаболеваниям состоит около 1500 человек. Создание амбулаторной онкологической помощи, центра такого, это очень актуальная и востребованная мера. Теперь нерюнгринцы могут пройти обследование и получить лечение на базе Нерюнгринской центральной районной больницы, которая располагает практически всей техникой, необходимой которая требуется для первичной диагностики онкологических заболеваний. В том числе это оборудование для эндоскопии и компьютерный томограф. Непосредственно в поликлинике для взрослых находится рентгенологическое оборудование, производится забор анализов общих клинических и онкомаркеров. Уже введена в эксплуатацию обновленная операционная. Центр располагается на базе дневного стационарной поликлиники. Здесь имеются двухместные койки. И сегодня мы узнаем у заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Оксаны Жуковой. Скажите, пожалуйста, насколько центр востребован, сколько человек уже получило лечение и прошло обследование? Добрый день. На сегодняшний день врачами амбулаторно-поликлинического звена, врачами-онкологами Центра амбулаторной помощи принято порядка 785 человек. Дневной стационар на сегодняшний день уже посетило 70 человек, им оказана помощь химиотерапии, гормонотерапии, то есть здесь они получают все необходимое лечение. Хорошо, скажите, пожалуйста, какие-то направлены были на дальнейшее обследование, что если чего-то не хватает? Да, конечно, у нас по стандартам и по порядкам оказания медицинской помощи имеется такая возможность направлять в Якутский республиканский онкологический диспансер. И вот за прошедший период работы Центра онкологической помощи направлено уже 24 человека. Скажите, пожалуйста, укомплектован ли штат центра, хватает ли специалистов, кто сегодня здесь принимает? Ну вот сегодня мы можем сказать, что да, наш штат укомплектован, у нас работает амбулаторно 2 человека врача-онколога, буквально один врач вышел неделю назад, и помощь в дневном стационаре также оказывает врач-онколог, оказывает химиотерапию на месте. Спасибо большое. Врачи постоянно говорят о том, что ранняя диагностика этого заболевания является залогом его успешного лечения. Так как в Нерюнгри заработал центр, это очень отрадно для нерюнгринцев и очень актуально. Василий. Да, Екатерина, спасибо за информацию. И на Южной Якутии мы завершаем обзор мероприятий, посвященных Дню борьбы с онкологическими заболеваниями, и переходим к обсуждению спортивных событий. Всемирное антидопинговое агентство обратилось в спортивный арбитражный суд с просьбой о проведении публичного слушания по делу РУСАДА. Подробности знает Власий Сергеев. Власий, почему международная организация настаивает именно на публичном рассмотрении дела? Василий, здравствуй. Дело в том, что спор ВАДА с РУСАДА вызвал огромный интерес по всему миру. Международное антидопинговое агентство считает, что слушание по такому делу должно проходить именно в публичном формате, чтобы люди могли слышать все аргументы и следить за процессом. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Всемирное антидопинговое агентство направило официальный запрос в спортивный арбитражный суд о проведении публичного слушания по делу РУСАДА. Напомню, исполком ВАДА в начале декабря прошлого года лишил российскую организацию статуса соответствия и предложил ввести санкции. Основанием для этого стали манипуляции с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов. Российская сторона не согласилась с санкциями, теперь спор решается в суде. Если спортивный арбитражный суд примет сторону ВАДА, то российские спортсмены на 4 года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а Россия не сможет принимать крупные международные турниры. Российский боксер Мурат Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 29 февраля в поединке против американца Джерри Фореста. Об этом сообщает ТАСС. 26-летний Гассиев выступит в андеркарде боя между бывшими чемпионами мира Джесси Варгасом и Майки Гарсией в США. В последний раз россиянин выходил на ринг в июле 2018 года, когда единогласным решением судей проиграл финальный бой всемирной боксерской суперсерии украинцу Александру Усику. После этой встречи Гассиев принял решение перейти в супертяжелый вес. Вернуться на ринг раньше россиянину мешали травмы. В активе Гассиева 26 побед и 1 поражение. На счету 31-летнего Фореста 26 побед и 3 поражения.
Российский боец ММА Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Райаном Бейдером. Об этом спортсмен накануне заявил журналистам. Напомню, 26 января 2019 года в финале Гран-при Беллатор Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в первом раунде. На счету 43-летнего россиянина 39 побед и 6 поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. В активе 36-летнего американца 27 побед и 5 поражений. Еще один бой был также признан несостоявшимся. Ну и приводим слова Емельяненко. «Я хотел бы провести с Райаном Бейдером еще один бой. Были проблемы, которые возникли перед нашим первым поединком и в какой-то степени повлияли на исход. Это связано со здоровьем. Хотелось бы подойти в хорошей форме и попробовать сразиться еще раз с этим бойцом. Мне он интересен. На сегодняшний день он чемпион», — сказал Емельяненко. Главный тренер российского футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин продлил контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба ростовчан. Новое соглашение с 51-летним специалистом рассчитано на 5 лет. Напомню, Карпин возглавил Ростов в декабре 2017 года. В текущем сезоне чемпионата России его подопечные занимают 3-е место, набрав 34 очка в 19 матчах. Отмечу, что отставание от идущего вторым Краснодара составляет всего 1 очко. Ранее Валерий Карпин работал главным тренером в московском «Спартаке», испанской «Мальорке» и армавирском «Торпедо». С красно-белыми специалист дважды становился серебряным призером чемпионата России. Хоккеисты московского «Динамо» обыграли ярославский «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. В составе победителей результативными бросками отметились Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев и Владимир Брюквин. Единственную шайбу гостей забросил Егор Аверин. Благодаря этой победе динамовцы продлили победную серию, которая теперь составляет 5 матчей. Они находятся на 3-м месте турнирной таблицы западной конференции, набрав 75 очков. Железнодорожники же идут на 6-й позиции, имея в активе 64 пункта. В следующей игре московский клуб в гостях сыграет с рижским «Динамо», а «Локо» на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Вратарь казахстанского клуба молодежной хоккейной лиги «Снежные барсы» Вилен Прокофьев скончался в возрасте 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба КХЛ «Борис», к системе которого относятся «Снежные барсы». Причиной смерти стало онкологическое заболевание, которое диагностировали спортсмену в ноябре прошлого года. Прокофьев провел 29 встреч молодежной хоккейной лиги, а также 4 матча в составе юниорской сборной Казахстана. Якутянин стал победителем международного шахматного фестиваля Moscow Open. Соревнования прошли в Москве. Как сообщает «Спорт Якутии», участниками старта стали более 2000 человек из 30 стран мира. Якутию на фестивале представили порядка 30 спортсменов. Лучшего результата добился учащийся шахматной гимназии Арсений Чимаевский, одержавший победу в турнире среди старших юношей до 15 лет. В борьбе за первое место он опередил представителей Самарской области и Москвы. Арсений учится в школе номер 26 города Якутска. Шахматами занимается 8-й год. Он является многократным победителем и призером республиканских и дальневосточных первенств, участником высших лиг первенства России и финальной части летней спартакиады учащихся страны. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Василий, тебе слово. Власий, спасибо за такой подробный обзор. А я напомню нашим телезрителям, что о новостях спорта нам рассказал мой коллега Власий Сергеев. Якутия готовится к празднованию юбилея Победы и за пределами региона. Так, этой весной в Тверской области откроют свои двери военно-патриотический лагерь имени Федора Охлопкова. Идея появления такого лагеря принадлежит якутскому постоянному представительству в Москве. На месте будущего полевого городка побывал Максим Кардозу. Это поляна, на которой и будет находиться военно-патриотический лагерь. Конечно, сейчас здесь пустырь, но работы уже начались. Вообще обещают, что уже к апрелю здесь появятся дорожки, штаб, а также палатки временные. Основные здания, они будут построены чуть позже, но уже в этом году, 9 мая, сюда приедут первые группы поисковые из школьников и студентов, которые начнут работу. Здесь будут работать и молодые поисковики, которые будут продолжать искать и находить тела наших солдат, погибших на этой земле. Ведь есть такое понятие: до тех пор, пока не захоронен последний солдат, война не закончена. Поэтому это та великая память, которая должна оставаться всегда у нашего народа, у каждого из нас.
Место для лагеря выбрано не случайно. Под Ржевом во времена Великой Отечественной войны шли ожесточеннейшие бои, в которых погибло больше 1 миллиона человек. Среди павших были и сотни якутян. Поиски останков не прекращаются и сейчас. Это постоянно действующий лагерь. Он единственный в своем роде, то есть в России нету таких подобных, который будет объединять поисковые движения, отряды для проведения раскопок, поиску останков бойцов, техники какой-то. Также будет проводиться военно-патриотическая работа. Будут детям показывать места сражений. Безусловно, главная цель – это военно-патриотическое воспитание. В этих словах очень много, но это в целом познавательно, это развитие, это воспитание. Лагерь расположен на берегу реки Волги, в прекрасных местах, на расстоянии чуть больше 200 километров от Москвы, от Твери. Лагерь будет рассчитан на 250 мест. Комплекс зданий включает в себя казармы, спортзал, музей, столовую. Попасть сюда может любой желающий. Возрастных ограничений нет. Еще одна деталь. Лагерь будет носить имя Героя Советского Союза якутянина Федора Охлопкова. Именно здесь он воевал и прошел всю Ржевскую битву. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Ржев, Тверская область. Между тем, сбор средств в фонд «Победа-75» в Якутии продолжается. Напомню, что их планируют направить на увековечение памяти погибших воинов. Акцию открыл глава региона Айсен Николаев. Перечислил в фонд 100 тысяч рублей и обратился с призывом принять участие в сборе средств. Отмечу, что пожертвования в фонд являются добровольными. Любой желающий может перечислить денежные средства в республиканский фонд «Победа-75». Реквизиты сейчас вы видите на своих экранах. В Якутск вернулся 40-градусный мороз. Похолодание горожане почувствовали уже сегодня, но на деле температура воздуха днем еще будет опускаться до минус 40, а ночью до минус 44 градусов ниже нуля. Но все не так мрачно в перспективе. Поговорим о выходных. Так, в субботу ночью температура составит минус 43 градуса. Но днем значительно потеплеет до минус 32. В воскресенье 9 февраля ночью и вовсе будет минус 37. А днем столбик термометра поднимется до минус 28 градусов. И возвращаемся к обсуждению темы 75-летия Победы шаг за шагом от боя к бою. События Великой Отечественной войны в потрепанном от времени дневнике якутянина Василия Лыткина. Сегодня уже его нет в живых, но его память, его видение о страшных военных годах осталось. Теперь дневник отца и деда хранится и изучается его потомками. Наш корреспондент Ульяна Шагина воочию подержала в руках живую историю. Она сейчас на прямой связи со студией. Ульяна, расскажи, какие события запечатлены в этом дневнике? Добрый день, Василий. Мы сегодня находимся в семье у младшего сына сержанта Василия Лыткина, Валерия Васильевича Лыткина. 5 сыновей фронтовика, его 10 внуков и столько же правнуков смогли сохранить дневник, который мы сегодня имеем возможность и потрогать, и почитать. Старый военный потрепанный дневник, который хранит события тех страшных дней. Все они шаг за шагом, от боя к бою описаны в нем. И рядом со мной сейчас находится младший сын фронтовика Василия Лыткина, Валерий Васильевич. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о чем писал ваш отец в своем дневнике? Здравствуйте, Ульяна. Это действительно подлинный дневник боевой нашего отца, сержанта Василия Лыткина. Здесь он описывает, начиная с 1942 года по конец 1945 года, все тяготы военной жизни, как шли боевые действия. Он воевал в 3-м и 4-м украинских и 1-м белорусском фронтах, а также как получал ранения, терял своих друзей. Описывает здесь, как он лечился в госпиталях и снова возвращался на фронт. Здесь есть один такой интересный эпизод. Он в составе командира отделения пошли в разведку и взяли 2 языков, один из которых явился офицером немецкой армии. А также в 1945 году в составе 1-го Белорусского фронта, как освобождали город Берлин,
и встретили 9 мая в поверженном Берлине. Ну, кроме дневника, Василий Сергеевич вел еще вот такую вот папку в течение всей своей жизни, где он бережно хранил все свои статьи, заметки, которые он писал в газетах, а также биографию, фотографии своих фронтовых друзей. И здесь же, конечно же, сохранены его фронтовые письма, которые он писал своей семье, своим родителям, а также своей супруге. А что еще удалось вам сохранить? Ну, наш отец очень не любил рассказывать про войну, но он очень много работал общественным корреспондентом в газетах, поэтому сохранились его очерки, статьи про фронтовиков, про войну. А также мы, чтобы сохранить память нашего отца, выпустили 3 книги, которые вы сейчас видите. Это 60-летие Победы выпустили книгу, а это 90-летие рождения нашего отца. И последняя 3-я книга – это дневник сержанта Лыткина. Хочу немножко рассказать о сержанте Василии Лыткине. Василий Сергеевич Лыткин был призван в ряды Красной Армии в сентябре 1942 года из Амгинского улуса. Он прошел всю войну со станковым пулеметом в составе 3-го и 4-го украинского и 1-го белорусского фронтов, освобождая Украину, Белоруссию и Польшу. На войне он был трижды ранен и каждый раз возвращался в бой. И благодаря этому дневнику сегодня мы имеем возможность почувствовать, какой сложный путь проходили наши якутские бойцы, что они чувствовали и что ощущали. И за это мы, конечно же, говорим большое спасибо сержанту Василию Лыткину. У меня все. Да, Ульяна, спасибо за информацию. Будем надеяться, что в скором времени не только вы и родственники смогут прикоснуться к этой реликвии, но и все остальные якутяне в рамках какого-нибудь музея. Ну а сейчас о среднесуточной погоде в крупных городах Якутии. Итак, в Алдане минус 34 градуса. Ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. Давление составило 725 миллиметров ртутного столба. На термометрах Ленска минус 39 градусов. А вот облачность переменная уже. Ветер 1 метр в секунду. В Мирном сегодня тоже холодно и переменная облачность минус 39 по Цельсию, давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер 2 метра в секунду. В Нерюнгри потеплело минус 30, ветер же усилился до 3 метров в секунду, без осадков и переменная облачность. Но облачно в столице региона Якутске, на термометрах минус 34, ветер 2 метра в секунду, давление 764 миллиметра ртутного столба и без осадков. И на этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.